До окончания капитального ремонта Гудаутского государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар осталась всего неделя. По словам работников музея, на данный момент здание уже полностью обеспечено водой и электроэнергией. Внутри проведены штукатурные работы, установлены окна, подготовлены места для установки кондиционеров и специальных очистительных устройств. В самое ближайшее время стены будут окрашены, вставлены двери и будет уложен пол. Осталось, как я сказал, вот эти спецработы, люстры, фонари, освещение, вот эти приборы привезти, повесить кондиционеры, вот это все надо развесить. Строители завершают свои работы, дальше остаются наши трудовые дни нашего коллектива, нашего музея, работников музея, которые будут создавать экспозицию, оформлять экспозиционные залы. Строительство нового здания Гудаутского музея началось еще в 2012 году. Средства на реконструкцию были выделены из республиканского бюджета. Однако в связи с отсутствием финансирования работы были приостановлены на несколько лет и возобновились лишь в прошлом году. Руководство музея планировало провести официальное открытие 30 сентября, но так как работы еще не завершены, было принято решение отложить торжественное мероприятие до 20 октября. Мы остановились на этом дне, потому что первая экспозиция была открыта именно 20 октября 1995 года. Экспозицию тогда открывал первый руководитель нашего государства Владислав Григорьевич Арзенба. Вся общественность пришла туда в этот день на открытие музея, и мы хотим приурочить открытие к этому дню. Всего в музее будет открыто 8 экспозиционных залов. На первом этаже здания будет располагаться зал воспоминаний. Зал, посвященный первому президенту Абхазии Владиславу Арзенба. Генеральский уголок. Будут также созданы археологические, этнографические и исторические залы. По словам Батала Гунба, массивная колонна посреди одного из залов будет иметь особое значение. Украшенная свечами, она будет представлять своего рода древо жизни. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.